Ассаламу алейкум, братья-мусульмане, проживающие в фашистской России и во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия. Пока ваши власти рассказывают вам ложь и пропаганду о том, что в России закончился махровый нацизм, фашизм, и наступило благоденство, братство и так далее, пока Путин рассказывает, что он там всех национальностей, пока русский офицер Алаудинов рассказывает, что все русские и едины в едином порыве, ФСБ, учреждение ФСБ создает группы, которые выявляют мусульман Средней Азии, из фашистской России, из временно оккупированной Чеченской Республики Ичкерия, провоцируют их, цепляют их, задевают их, и после этого вызывают полицию, иногда избивают их сами толпой, и после этого вызывают полицию, всех людей забирают, у кого нет прописки, кто там на рынке без документов работает, там еще, находят всякие причины, именно этим они и занимаются, для того, чтобы собрать людей и отправить людей на фронт, на войну против Украины. И вот, друзья, обратите внимание, русская община называется фашистский сайт, КГБшный, ФСБшный сайт, без сомнения, я в этом убежден, который зарегистрирован 1 мая 2022 года, то есть буквально через пару месяцев, чуть более 2 месяцев, после начала широкомасштабного вторжения фашистской России в Украину. Когда они поняли, что за 3 дня они не могут взять Киев. Сперва они собрали всех турбопатриотов, тех, кто поехал бы за деньги. Затем они собрали всех слабо защищенных, бомжей, разных там алкашей. В принципе, эти люди тоже уже закончились, потому что фашистская Россия потеряла в Украине более 315 тысяч убитыми и ранеными. И эта цифра каждый день растет. Каждый божий день эта цифра растет. И сейчас нужно новое мясо. Эту войну не выиграть. Мусульмане, послушайте меня хорошенько. В первую очередь я хочу, чтобы вы не погибли. Я хочу, чтобы вы не пострадали. Во вторую очередь я хочу, чтобы режим путинский быстрее закончился. Дело в том, что каждый божий день фашистская Россия теряет убитыми и ранеными около 1000 человек в Украине. И в итоге вы будете отправлены как мясо, чтобы продлить на 1 день. 1000 человек из вас получат увечья и будут убитыми, чтобы Путин с Патрушевым дальше могли продолжать сидеть на золотом унитазе. Извиняюсь. Поэтому я вас призываю обратить внимание на вот эти сайты, обратить внимание на то, что против вас ведется активная кампания, и я вас призываю использовать все методы, чтобы вас не забрали на войну, чтобы вас не убили или не искалечили. И в крайнем случае вы стали преступником, которого будут преследовать после победы Украины и цивилизованного мира над фашистской Россией. Поэтому я буду вновь и вновь вам напоминать о вот таких людях, таких сайтах, таких каналах, которые занимаются провокациями. Они ездят по мечетям, по рынкам, ну, по мечетям, где мало людей, конечно же, по рынкам, сразу же вызывают полицию. Если 1-2 человека, они могут его избить, кто окажет сопротивление, потом вызвать полицию. И если много людей, то просто вызывают полицию, провоцируют конфликты и после этого отправляют на войну. Будьте внимательны, люди. И хотел бы сказать русским, которые против этой войны, россиянам, которые живут в России и против этой войны. Сперва, как помните из рассказов про нацистскую Германию, сперва пришли за коммунистами, я не коммунист, потом пришли за евреями, я не еврей, затем пришли за мной, а за меня уже сказать было некому. Вот сейчас вы, русские, которые спрятали свою голову в песок, ждете вот
от этого момента, когда за вами придут, уже за вами тоже приходят, но не так сильно. Сперва, чтобы вас особо не драконить, потому что вас много, и вы сила, которую вы не знаете, насколько вы сильно обладаете этой силой. Вы могли бы за один день смести этот режим. Но пока вы дезориентированы, разобщены, пока это очень сложно сделать. Будем надеяться, что вы когда-нибудь поймете. Но голос в поддержку сегодня тех таджиков, дагестанцев, других людей, которых будут насильно забирать, спрятать этих людей, помочь им как-то, вы можете. Безопасно для себя это сделать. Можете. И если на самом деле вы не фашисты и нацисты, которыми большая часть имперцев является в фашистской России, то вам нужно уже давно объединяться с кавказскими и другими народами. Для того, чтобы не высокомерно сидеть где-то наверху и с какими-то чурками не общаться. Не так. А спуститься с Олимпа, который вас, фантомного Олимпа, который вас якобы посадил Путин. Хотя на самом деле на деньгах на Олимпе сидит учреждение ФСБ, КГБ и их миньоны ГРУ. Я буду еще раз, напоминаю, еще раз буду чаще говорить про вот такие вещи. И берегите себя и не идите на эту войну. Это не наша война. Мы не должны в ней воевать. Террористическое учреждение ФСБ должно быть осуждено. Должна быть проведена люстрация и рассекречивание всех архивов. Все преступники должны понести наказание за массовые убийства, военные преступления в Чеченской Республике Ичкерия, в Украине, в Грузии, в Сирии и в других местах. Все будет Ичкерия. Адикюэль маш ой.